Приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Андрей Рогачев, эксперт в области международного бизнеса, автор образовательных курсов и преподаватель в международных университетах. А нам он сегодня расскажет о такой необычном направлении, как мультикультурный менеджмент. Что это, в чем его задача и как создать здоровую атмосферу в коллективе, где работают люди самых разных культур. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, приятно. Мне тоже очень приятно. Для начала расскажите, пожалуйста, кто такой мультикультурный менеджер, в чем состоит его задача? Мультикультурный менеджер – это менеджер, который вынужден управлять людьми с разным менталитетом, с разным культурой, с разным бэкграундом. Человек, который сталкивается с командами, которые состоят из людей из Африки, из Азии, из Европы, людей, которые не совсем гомогенны, не совсем однородная масса в плане своей культуры. И это несколько сложнее, чем управлять командой, состоящей только из людей одной национальности, которые понимают, у которых что-то есть общее в плане менталитета. Когда сталкиваются люди с культурами, например, Юго-Восточная Азия и Северная Европа, это очень такие два полюса. Так привел пример, который диаметрально: одна закрытая, предпочитающая строгие рамки, дедлайны. Другая – это культура уважения. При этом североевропейская, она открыта к диалогу, она открыта к обратной связи. И общей, когда обсуждается, она очень прямая. В Юго-Восточной Азии это больше уважительно, и, наверное, там обсуждение нужно проводить индивидуально с каждым отдельно для того, чтобы открыть человека. И это вот различия, которыми сталкивается мультикультурный менеджер. А что же вас привело в Таджикистан? В Таджикистан меня привело любопытство. Я люблю изучать культуру, я никогда не был в Таджикистане, это мой первый приезд сюда. И на самом деле это больше такой частная поездка. Я приехал сюда отдохнуть, сбежать от своей ежедневной рутины, от того, что меня окружает, поскольку в какой-то момент я тоже человек, чувствую, что у меня эмоциональная сила на исходе, и мне нужно перезагрузиться, мне нужно подзарядить свои внутренние ресурсы, батарейки. И вот я приехал сюда на трекинг, на то, чтобы походить по горам, и приятно был удивлен, насколько красив Таджикистан. Надеюсь, вы свои цели достигли. Скажите, пожалуйста, вот сегодня управленцы вообще понимают, насколько важен культурный менеджер для их работы? К сожалению, не всегда. Я сталкиваюсь до сих пор с тем, что бывает иногда как владельцы бизнеса, так и менеджеры, управляющие бизнесами в разных культурах, то есть люди, которые приезжают, экспаты так называемые, со своей культуры приезжают в страну и очень начинают управлять теми же методами, которыми они управляли у себя дома. Например, если европеец приезжает сюда, в Центральную Азию, в Таджикистан, то, наверное, ему нужно посмотреть, понаблюдать сначала за тем, какая культурная атмосфера существует внутри данного региона, внутри данной страны, а потом уже адаптировать свой стиль управления под людей. Так будет так, чтобы создать комфортную атмосферу. Я убежденный сторонник того, что менеджер – это прежде всего ментор, наставник, которому нужно создавать атмосферу, а не директивами раскидываться. Скажите, вот интересно, как вообще сегодня с культурным менеджментом обстоят дела в Таджикистане? Для меня, потому что это вообще вот новое, наверное, какое-то направление. Я об этом впервые слышу, вот интересно узнать об этом. Знаете, для меня это сложный вопрос, поскольку я тоже, как уже сказал, я открываю для себя Таджикистан, и человек новый здесь, поэтому мне сложно судить, насколько здесь актуален вопрос. Но, наблюдая я остановился в гостинице, где очень много международных бизнесменов, которые останавливаются в гостинице по соседству, и понаблюдал, что в холле происходят иногда дискуссии, в которых участвуют как люди из Таджикистана, так люди из Европы, так люди из Америки. И это вот уже тот момент, как раз, когда возникает необходимость понимания культур, понимать, почему американец говорит достаточно резко, но это стиль такой грубый, это не грубость, это эмоционально, совершенно верно. В то время как европеец, опять же, время пытается свести все в рамки, в структуру, в какие-то пошаговые действия. И вот что такое таджикский менеджмент, для меня, наверное, это еще предстоит себе открыть.
Мгм. Касательно вашей образовательной деятельности, вот вы преподаете для студентов также самых разных культур. Скажите, что вы используете в своей работе, чтобы вот как-то для настолько разных студентов, молодых людей донести свои знания? Смотрите, я на самом деле всегда свой курс начинаю с вводной лекции. И вводная лекция у меня начинается с моего короткого представления, буквально 2-3 минуты, кто я такой, и опрашиваю всех студентов, откуда и что ждать от лекции. Во-первых, понимая, откуда человека, я уже поездил, поработал с людьми разными культурами, понимаю примерно, как вот этот человек эмоционально может влиять на течение курса. Нужно будет ему доносить, открывать, иногда спрашивать, переспрашивать, либо просто убеждаться, оставлять в покойстве, смотреть, чтобы, например, люди из Азии, китайцы, они предпочитают молчать на лекциях, но мне нужно проверять, смотреть, что у них есть конспект, они очень много записывают, что у них есть конспект, а человек действительно усваивает информацию. В то время как люди из Латинской Америки, у них практически записи отсутствуют лекции, но для того, чтобы видеть, что они понимают материал, мне нужно вести с ними диалог. Они все записывают на память? Они записывают, например, лекции, у меня всегда материалы сейчас передаются, и после каждой лекции презентация, она отсылается всем студентам, в принципе, это и надо. Но для них, они услышат, и мне для них убедиться, что они понимают, это нужно привлечь их в дискуссию, в разговор. Они очень разговорчивые, и когда я убеждаюсь, поскольку я веду онлайн и офлайн, онлайн особенно я делаю иногда там каждые полчаса паузы и спрашиваю, или даже чаще, наверное, минут 20, и спрашиваю обратную связь, или вовлекаю в дискуссию, а что вы думаете по этому поводу, а как бы вы поставили? Или начинаю тему с вопроса, давайте посмотрим, что это такое. И тогда я вижу, что люди участвуют, вовлечены. Смотрите, исходя из того, что вы уже рассказали, я так понимаю, мультикультурный менеджер, он иногда еще и выступает в роли такого посредника. Вообще, какие методы используются, когда вот возникает конфликт, как его регулировать? Ну, смотрите, опять же, это зависит. Во-первых, менеджер, как и со студентами, он, наверное, вынужден начинать свое действие в команде в любой с того, чтобы понаблюдать. Понаблюдать, если человек еще не знаком и сталкивается с новой культурой, то просто понаблюдать за тем, как команда взаимодействует, как она реагирует. Когда возникает конфликт, то здесь необходимо понять источник, откуда конфликты они возникают, между какими группами или между какими индивидуумами, и с каким бэкграундом, с каким культурой. Иногда очень часто конфликты, которые возникают в мультикультурных командах, они от недопонимания, от неправильной трактовки безобидного события. То есть человек думает, что это прозвучало грубо, потому что он аррогантный, другой, точнее, один сотрудник думает, что другой что-то сказал, потому что он аррогантный, потому что он сноб, потому что он не уважает меня, например. И когда ты понимаешь, что в принципе это не так, то человек просто стиль такой, и культура такая у него. Вот он привык к прямой обратной связи, вместо того, чтобы деликатно и завуалированно сказать или подсказать. А кто-то более по-свойски общается, вот как-то проще. Да, это точно так же. Вы наверняка обращали внимание, что американцы, они более такие, вот, могут на стол сесть, могут, что в принципе для чопорных европейцев что-то как-то неприемлемо. Это неуважение сесть на стол или облокотиться за него. Это, опять же, связано с культурами. И такие конфликты, их можно, вот человек, менеджер, который стоит, ему нужно объяснять, разговаривать и какие-то стоятельно доводить те вещи, находить те границы или те грани, которые приемлемы одним человеком или одной культурой, которые неприемлемы. И их вместе, эти грани, обозначивать совместно, индивидуально с каждым играли, или вместе садясь и обсуждать, для того, чтобы создать атмосферу, которая устраивала бы всех в команде. Еще и чтобы как бы на вас какие-то, не знаю, чтобы вас не недопоняли, не дай бог, да, то еще подумают, что одного вы защищаете, грубо говоря, Абсолютно верно. Поэтому в своей деятельности я предпочитаю сначала понаблюдать, затем индивидуально пообщаться с каждым, понять, в чем проблема или как видится конфликт одной стороны, как видится конфликт другой стороны, и после этого уже сделать какие-то выводы и обсудить их либо, опять же, индивидуально с каждым, если это достаточно такой щепетильный вопрос, который, я думаю, что он может объединить, если обсуждать открыто, либо вместе сесть и обсуждать. Опять же, все это индивидуально ситуации от того, какие культуры вовлечены в конфликт, или представители каких культур вовлечены в конфликт.
Смотрите, сегодня такая ситуация образовалась, что старые методы, когда вот какой-то иностранный элемент вносили в работу команды, уже немного устарели. Есть ли вообще какие-то новые способы налаживать работу в команде, где очень много людей самых разных этносов и культур? Да, наверное. Работая в новых культурах или с людьми разными представителями, важно понимать, что кроме культурных различий может возникать еще языковой барьер. Конечно. И здесь тогда важно обращать внимание на методы, с которыми информация доносится. Помимо того, что мы все говорим на английском языке, в бизнесе это язык общий, есть сильные различия в английском языке, интерпретации английского языка, опять же, людьми с Южной Азии, например, и европейцами, латиноамериканцами, которые говорят на английском языке. И здесь инструменты, которые я использую, визуализация, презентации, какие-то картинки наглядные, показывающие сам процесс, чтобы люди ассоциировали. Кроме этого, информация, которая подается или дублируется, если мы с вами работаем в командах, где есть люди четко выраженные группы, четко выраженные культуры или носители одного языка, то информация может дублироваться там на английском, французском, на английском, русском, на английском, арабском, чтобы людям было понятно и комфортно. Да, Кроме того, к новым методам можно относиться, чем я пользуюсь, когда я вижу и понимаю, что есть в группе, например, человек, который по своему темпераменту, по своему характеру открытый, способный не стесняться с тобой общаться, и у него может быть того, что он считает, что у него английский язык лучше, чем других. И тогда вот это как звездочку, его так называют, ты на нем фокусируешься и передаешь информацию через него, чтобы она растекалась уже локально на людей, которые говорят на своем, на языке той страны, в которой я нахожусь, на той культуре. Я сейчас работаю в Дубае, уже 3 года там, и в моей команде людям с разных культур, и только 2 человека у нас говорят на арабском, а английский язык рабочий. Команда небольшая, 10 человек, около 10 человек. И я охотно поддерживаю то, что, во-первых, люди идут учить английский язык, если им нужно, для того, чтобы улучшить свой. Есть у нас тоже люди, носители разного уровня языка. И люди, которые желают изучать арабский язык, тем более в стране арабскоговорящей, я сам его учу потихоньку. Это для меня такое понимание культуры через их. А вот смотрите, очень интересно, вот какие вы, не знаю, может, методы, способы используете, чтобы поддерживать дружелюбную атмосферу, здоровую атмосферу в коллективе? Может, какие-то тимбилдинги, ретриты для всей компании? Да, спасибо за вопрос. Да, но помимо кроме стандартных способов, которые вы уже назвали тимбилдинг, какие-то совместные мероприятия, выезды на природу, мы это делаем регулярно, 2-3 раза в год. Есть еще такой момент, что в моей команде люди и мусульмане, и христиане, и люди индийской культуры, то есть со своими праздниками. И мы в команде отмечаем все национальные праздники. И это тоже интересно, потому что так мы знаем, что такое Рамадан, каким образом он поддерживается, откуда он возник, почему он празднуется именно так. Потом индийские праздники, какой Ганеша бог, там еще почитаемый. Холи, по-моему. Да, и все вот это вместе мы командой, мероприятие остается, и человек с той культуры, он нам рассказывает, и мы вместе его поздравляем, и охотно, я христианин, но охотно получаю подарки и на Рамадан, и на индуйские от твоей команды, и для меня это знак уважения. Я делаю подарки своим коллегам, связанные с их культурными праздниками. Можете вспомнить какой-то наиболее критичный момент, когда настолько серьезный конфликт возник, и как вы действовали тогда? Прям очень. Наверное, из свежих конфликтов у меня возник буквально в моей команде столкнулись 2 человека, не столкнулись, 2 человека вынуждены были работать вместе над проектом. Люди из разных культур, несмотря на то, что они оба мусульмане, один из как раз Юго-Восточной Азии, другой Северная Африка.
И у них было такое, как бы я понимал, что что-то не так в команде, это видно, это чувствуется, несмотря на то, что Атмосфера, атмосфера была манера какая-то, общения, да, наверное. что-то было угнетающее. Каждый раз, когда я смотрел, и понимал, что и результаты были не совсем те. То есть я не получаю, не ожидаю результатов, и один переливает на другой на второго, не совсем могу понять. И в какой-то момент, когда я пришел к ним в офис, в котором они находятся вместе, сидят, я понял потом по тем взглядам, буквально с ними понаблюдал за ними, опять же, 15-20 минут, находясь в офисе, сам поработал там несколько рабочих столов. Вот, я понял, что что-то они не договаривают, и поэтому я просто пошел, пригласил каждого из них на кофе, там, с одним пошел кофе попить, с другим прогуляться, и разговаривая с ним, понял, что действительно у них есть недопонимание друг друга. И после этого я попытался, такой действительно критический момент, потому что я пытался сначала индивидуально пробовать, индивидуально не получилось. И тогда мы сели вместе втроем и определили, во-первых, задачи мои, тому, что я ожидаю, а во-вторых, попытался понять и показать им, что они не соперники друг для друга, не того, что они работают вместе, похожие позиции, похожие задания, что я кого-то хочу выбрать, а другого нет. То есть я разъяснить ситуацию, какие-то страхи. У каждого есть свой страх, наверное, с чего они опасаются, работать с человеком. Вот когда ты это понимаешь, опасения, понимаешь, что их не удовлетворяет в работе с другим, обращаешь на это внимание, страхи развеял, культурные сомнения объяснил, в принципе, это они должны общаться с друг другом как братья, потому что один другого поддерживает. И наоборот, если они будут вместе действовать сообща над задачей, то результат будет лучше, чем они разделят задачу, и я отвечаю за эту область, я другую область, а потом они эти области не пересекаются. Вместо того, чтобы друг друга поддерживать, сказать, там где-то у одного слабее момент возникает, его нужно поддержать, дать ему помощь, другому поддерживать в этот момент, тогда общий результат достигается общий результат намного лучше, чем такой вот индивидуальный, когда каждый занимается отдельно частью проекта. Мне кажется, это вообще очень полезное качество, в плане эмоционального интеллекта для любого управленца. Вот скажите, может, вы уже частично ответили на вопрос, можно ли как-то помимо атмосферы, помимо каких-то косых взглядов или манеры общения между сотрудниками понять, что все-таки их недопонимание сказывается на эффективности работы? Может быть, как-то отчеты они составляют не очень правильно? Хороший менеджер сам понимает, когда результаты не те, что заданы, то есть задача выполняется не с тем качеством, и результаты не те, которые ожидаются от управляющей команды. Соответственно, он это должен диагностировать на ранних стадиях, чтобы не достигать конфликта совсем уже большого, или когда эскалация настолько глубока и расхождение, что проект может просто погибнуть. Говоря о том, как это определить, это сложно, наверное. Кроме наблюдения у меня и всегда есть, я всегда говорю, что есть обратная связь, и она может вполне анонимная. У нас можно оставить запись на столе, сейчас же можно и распечатать компьютер, так что сказать, вот я боюсь, беспокоюсь, мне сказать, то есть информации поступить анонимно достаточно много. Если что-то беспокоит внутри команды, человек может обратиться не обязательно ко мне, к тому же HR отделу. То есть можно донести информацию или человеку доверительному. У нас в одном, поскольку я управляю несколькими проектами, на самом деле не только, вы сказали о моей образовательной деятельности, я все-таки больше бизнесмен и управляю несколькими бизнесами и в разных областях экономики. Управляю их из Дубая, но при этом часто бываю и в Европе, и в Африке, и в Азии, поскольку бизнесы в разных локациях. И у нас есть всегда люди, через которые информация может поступить. И вот, возвращаясь тоже к вашему вопросу, в одном проекте, связанном с Россией, возник конфликт между генеральным директором и коммерческим директором. И коммерческого директора уволили, но при этом команда, она оказалась на стороне, она понимала, что генеральный директор не совсем адекватно, не совсем правильно соблюдает. И собственникам нужно было донести информацию. Вот я со стороны собственника эту информацию получил совсем с неожиданным человеком, с третьего, который просто ко мне пришел, сказал, я не боюсь, мне не страшно. Все остальные боятся. Я когда начинаю открывать, то смотрю, а там оказывается 80% коллектива поддерживает, и я понимаю, что не совсем та информация, которую, когда есть генеральный директор, который нужен партнер,
и не совсем верная информация к тебе поступает. И тогда ты начинаешь смотреть и тогда уже разговаривать со своим партнером и общаться, как нужно найти решение, когда возникла в конфликте такая критическая ситуация, что 80% сотрудников готовы уйти. А в этой команде, в этом проекте сотрудники это стоимость команды, они создают цену компании, они являются ключевые активы компании. Не какие-то материалы, не здания, не строения, а вот именно команда. И тогда вмешиваешься. То есть такое тоже возможно. Угу. Смотрите, ну здесь, оказывается, нужно обладать еще и, наверное, в какой-то доле эмпатии, сильным эмоциональным интеллектом, но, оказывается, есть еще и такое понятие, как культурный интеллект. Раскройте, пожалуйста, нам это понятие. Смотрите, но вот к тому моменту, кроме того, что вы сказали, эмпатии, интеллекта, культурного интеллекта, еще нужно обладать уровнем доверия. Так. Это очень важно. А если лидеру, менеджеру люди не доверяют, тем более не боятся, опасаются, то тогда обратная связь, она очень сложно поступает. То есть это не есть хорошо, да? Это то есть помимо абсолютно. уважения, страх не равно уважению? Страх не равно уважению. Абсолютно нет. Боится и уважает, это вот... Это у меня, помню, все дедушка мне говорил, он человек прошлого века, даже позапрошлого века, поэтому нет, я все-таки думаю, что нет. И если обратная связь поступает, то должна быть как раз эмпатия. Руководитель должен показывать, что он открыт к общению, не закрывается, не сидит закрытый, а он готов воспринимать информацию, если он с ними общается, очень внимательно относиться на те вербальные знаки, которые ему даются. И вот говоря теперь к вашему вопросу, культурный интеллект – это как раз то, когда человек понимает знаки вербальные, понимает особенности каждой культуры и их выражения. Если ко мне приходит, я очень много жил в Германии, человек, это помимо того, что там язык резкий, я говорю, кстати, на 4 языках, в том числе на немецком, там язык резкий, там и поведение такое. И это не означает, что человек не уважает ко мне, когда он мне приходит и говорит прямо мне в лоб и говорит, что он считает. Это не означает неуважение ко мне, это просто вот это такая культурная составляющая, и культурный интеллект позволяет менеджеру не реагировать агрессивно на это, а воспринимать эту информацию спокойно, пропускать ее как губка через себя, для того, чтобы увидеть, что в ней факты, о чем человек говорит, без вот этой культурной и эмоциональной окраски. Иногда же, когда информация к ним поступает, она может быть эмоционально окрашена, люди, например, приходят с какими-то проблемами, с чем-то, либо, если это просто обычный рабочий момент, то просто вот выражаясь так, раз, два, три. В то время как, например, во французской культуре, где я тоже очень долго прожил, там немного по-другому. Несмотря на то, что это рядом Европа, да, не граничащие страны во Франции, для того, чтобы получить прямую связь или доверительную связь от человека, нужно обязательно спросить, как у него семья, как у него дети, как он провел отпуск. Вы знаете, у нас тоже в Таджикистане практически, как вообще твои бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, хотя, насколько я знаю, в той же Америке такое недопустимо, то есть там нельзя лезть в личную жизнь. Потому что это предел личной жизни. Это как раз о мультикультурном менеджменте, о том, как управлять и понимать людьми. Если вы приходите работать с американцами и начинаете спрашивать вопрос, для вас вы блокируете, вы себя уже поставили, вы заблокировали человека, он поставил границы между собой и вами. Поэтому нам нужно по-другому спросить. Можно спросить про бейсбольную команду у него. Это национальная гордость. Бейсбольная команда, где ты был на матче. Побыть в Нью-Йорке, когда я жил, не пойти на бейсбол, я долгое время не понимал, что насколько это важно, пока не столкнулся с коллегами, понял, что если я не буду с ними ходить на бейсбол, поддерживать хотя бы один раз, мне это не очень интересно, я не поддерживаю, я не фанат, но это часть этой культуры. Это точно так же, как для испанцев футбол. Поэтому это везде должны быть какие-то вещи, которые нужны. Вот эта эмпатия или культурный интеллект позволяет вам оценить эти вещи и, исходя из этого, понять людей. Как вы сказали, в Таджикистане спросить про семью. Да, конечно. Если вы будете спрашивать, например, вот как вы правильно сами сказали, для тех же американцев, они скажут, какое твое дело? Да, это вообще к работе не имеет это, отношения. Да, абсолютно верно. Смотрите, тут еще, наверное, есть, просто мне самому очень интересно такой момент, как тактильность, да, кто-то вот сразу, ну это даже чисто от человека, наверное, и от культуры зависит, кто-то садится и сразу тебя за руку. Кому-то это, можно, пожалуйста? Абсолютно личное верно. Пространство. Я, кстати, тоже жил и работал в Южной Африке достаточно долгое время, и когда я туда приехал, у меня родилась дочка буквально недавно, было недавно мы переехали, и было 2 года всего. И в Европе, откуда мы приехали, к детям относятся, это твой ребенок, очень нельзя трогать, нельзя у него есть мама и папа, если нужно угостить конфеткой, то спросить у родителей.
Мой первый шок был, когда мы шли по торговому центру, я увидел большую крупную африканку, а у меня дочка, у меня европейского плана, она блондинка с голубыми глазами, что для африканцев это прям просто еще как куколка в наших платьишках таких красивых. И вот она, когда увидела эту девочку, как она побежала к ней, как она схватила на руки, стала ее кидать, крутить, вести, для меня это был шок. И первая моя реакция была агрессивная. Она была не совсем приятный момент. Потом уже мне местные люди объяснили, пояснили, что это нормально, что она даже, эта женщина, намного в плане благосостояния намного ниже меня, европейца, менеджера, но она поделилась, какой-то подарок, дала какую-то куклу вязаную или что. Где-то моя дочка ходила каждый раз, когда мы ходили в магазины закупаться с ребенком, моя дочка приходила с бананами, какими-то бантиками, конфетками, потому что у них это принято. Она просто бегает, где-то побежит, отбежит, ее нужно, и все ее так обнимают, ой, какая красивая, какая пощупать, потрогать. Для них это часть жизни южноафриканцев. Обмен какой-то инфекцией их вообще не беспокоит, да? Ну, там на все вот как-то. В то же время реагировать на это вот агрессивно по-европейски, это ставит барьеры, и тем более если сотрудники. Со временем я привык, стал спокойнее относиться к этому, понимать, что это часть этой жизни. И ребенку еще и нужно объяснить, что такая. В том возрасте ребенок не понимал, вообще ей было, я думаю, в 2-3 года было непонятно. Там, где мы жили, много красивая, яркая сторона в плане красок, и когда у ребенка игрушку отбегает попугайчик маленький, она за ним бегает, это дикий попугай, который приехал, для нее это как игрушка, для нее немножко, конечно, как родитель. Птица может что-то случиться, клюнуть и укусить. Мы, взрослые, реагируем по-другому. Вот, кстати, это тоже одна из причин, почему я охотно преподаю, общаюсь со студентами, для меня это обмен и энергией, и информацией. Во-первых, я остаюсь на плаву, от них получаю какое-то дополнение, подзаряжаюсь новыми течениями, новыми направлениями, новыми социальными платформами. И с другой стороны, помимо того, что я им, конечно, даю свой опыт, делюсь тем, что я прожил, и для меня это как раз вот та подзарядка, которая показывает, насколько культура и еще и возрастные различия могут существовать. Ну и напоследок, какие вы могли бы дать советы тем же управленцам, будущим мультикультурным менеджерам в Таджикистане для эффективной работы в мультикультурной команде? Знаете, сейчас я заметил, что много классических вузов вводят дополнительные дисциплины по кросс-культурному, мультикультурному менеджменту. И в качестве советов я, наверное, порекомендовал людям в Таджикистане прослушать эти курсы. Есть возможно онлайн на них. Посмотреть, насколько различия. Поскольку я полагаю, что находясь в одной стране все-таки тяжело понять, не есть. Мне посчастливилось, повезло так, что я работал в разных локациях и опытом собрал те знания, которые у меня есть. И я сам с ними делюсь, делятся мои коллеги. У меня партнер-американка преподает в Петербургском госуниверситете, преподает культурный менеджмент, как раз ту разницу. Она рассказывается, она достаточно долго живет в России и понимает различия вот как раз между американской. Она приехала еще в 90-х годах, в начале, даже 80-х годов перебралась в Россию после развала Советского Союза, и все это изучила, как столкнулась сама на своей шкуре, как говорят, с тем, что восприятие американцами реальности и восприятие россиянами реальности отличается. То есть человек, который делится не только теорией, но и приводит хорошие практические кейсы. И таких преподавателей, как она, очень много. И вот я бы посоветовал послушать таких практиков, не только теоретиков, практиков. Потому что на одних книгах научиться культурному менеджменту невозможно. На самом деле, открою один секрет. У меня есть настольная книга о культурных различиях. Это книга как энциклопедия, в которой на каждую страну дается небольшая справка о том, какие традиции, как принято здороваться, как принято вести себя за столом, как принято ходить в гости. И эта книга у меня всегда есть. То есть она, прежде чем я в какую страну, я не быстренько пробегусь по ней, посмотрю, что особенно вот именно в этом списке, какие-то табу есть, какие-то вещи для меня могут быть не совсем понятны, но они приемлемы этой стране, в этой культурной атмосфере. Поэтому и по книгам можно научиться, такие как бы сторонние, по ним тоже можно посмотреть информацию о разных культурах. Ну а если давать
совет для будущих мультикультурных менеджеров, то, наверное, надо научиться быть наблюдателем. Поскольку наблюдатель, если вы управляете мультикультурной командой, то вам нужно, помимо понимания того, кто перед вами, с какой культуры, вот, где можно воспользоваться этими книгами, справочниками, вам нужно еще наблюдать, как человек себя ведет, что ему комфортно, что некомфортно. И для меня мультикультурный менеджер – это такой наставник и человек, способный, не только понимающий различия культур, но и способный создать атмосферу, рабочую атмосферу в команде такую, что человеку из разной, каждой культуры он чувствует себя комфортно. Что команда остается командой, несмотря на различия, на специфику разных культур. Смотрите, у меня сложилось такое впечатление, что помимо вот того, что вы уже сказали, наверное, нужно наращивать свой эмоциональный интеллект и, возможно, посещать какие-то курсы по психологии, потому что это ведь работа с людьми, это еще и психологический аспект. Да, бесспорно. Современные менеджеры – это еще и психологи. Потому что просто одними директивами в наших реалиях с современным поколением уже невозможно работать и невозможно ими управлять. Невозможно достигать результатов, продуктивных результатов команды. Поэтому хороший менеджер – это психолог, это эмпат, который слушает, не пытается влезть со своими наставлениями, рекомендациями, а скорее дает так ненавязчиво, аккуратно, но при этом поддерживает психологически своего сотрудника, своего коллегу на балансе, на том уровне, на который считается приемлемым, да, чтобы человек не скатился в какую-то депрессию, расстройство и в то же время слишком не скакал от эйфории. Поэтому это должен быть бесспорно хороший психолог. Поэтому кроме мультикультурного менеджера, курсов по мультикультурному менеджменту, бесспорно знание психологии необходимо современным управленцам. Андрей, спасибо большое за такую интересную беседу. Вы для меня, на самом деле, очень многие раскрыли сегодня горизонты. Вот. Я надеюсь, что вы сможете получить этот детокс психологический у нас в Таджикистане. Добро пожаловать. Вот. И надеюсь, может быть, мы скоро увидимся еще. Спасибо, буду очень рад.